Раньше миром управляли умные, и это было очень жестко. Умные заставляли тупых учиться. Тупым было тяжело. Теперь миром управляют тупые. И это честно, потому что тупых гораздо больше. И теперь умные учатся говорить так, чтобы тупым было понятно. И теперь, если тупой что-то не понял, это проблема умного. Сейчас готовится такое будущее, когда планируют вырастить новую породу людей, так называемый служебный человек. Ну, попросту говоря, раб, только в новом обличии. Раб, понимаете, когда он с ошейником и с кандалами, он очень опасный, потому что он понимает свое рабство, а нужны рабы, которые не понимают, что они рабы. И вот таких людей сейчас специально пытаются вырастить. Новую породу людей, человек служебный. Значит, 3 основных базовых параметра у этого человека должно быть. Ограниченное самосознание, то есть он не должен понимать, как устроен мир, он не должен понимать то, чего я вам рассказываю. Управляемое размножение, это ЛГБТ-сообщество, для этого запускаются многие другие процессы, управляемое размножение. И третье – это дешевый корм, это, значит, генно-модифицированная дешевая продукция. Вот, собственно, 3 таких базовых вопроса, которые запускаются для того, чтобы вырастить рабов, которые были бы довольны своим рабством. И в итоге сегодня мы уже можем говорить о микрочипах, которые можно будет имплантировать. Когда это осуществится? Наверняка в ближайшие 10 лет. Конечно, для начала такие чипы будут просто встроены в одежду. Так называемые wearables, носимые устройства. И даже уже можно будет дальше говорить о внедрении чипов в мозг, под кожу и так далее. Таким образом, может быть установлена прямая связь между нашим мозгом и цифровым миром. Становится очевидным своеобразное слияние миров цифрового, физического и биологического.